В эфире БСТ, передача интервью, студии Тимур Давлетов. Здравствуйте. Сегодня по всей России отмечается праздник День дознания МЧС. И у нас в гостях как раз-таки представители этого ведомства. Это Роберт Раянов, старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работе по городе Уфе. Роберт, я вас приветствую и, соответственно, поздравляю с вашим профессиональным праздником. Здравствуйте, спасибо большое. Очень приятно присутствовать в вашей студии в такой праздничный для нас день. Но, пользуясь случаем, хотелось бы тоже, наверное, поздравить своих коллег, сотрудников органов дознания, которые своим трудом вносят вклад в развитие нашего общества. Также, в свою очередь, хотелось бы поздравить наших ветеранов подразделения, которые многие годы работали своими трудом и усилиями, внесли огромный вклад в наше общее дело. Ага, спасибо большое, Роберт. К этому мы обязательно еще вернемся. Вообще хотелось бы узнать про органы дознания. Как вы туда вообще попали? Что это за профессия дознаватель МЧС России? Да, это очень интересная профессия, быть дознавателем подразделения МЧС России. Это достойно, это важная профессия, нужная профессия. Вообще, изначально, каждый человек хочет быть полезен нашему обществу. И у меня такое же желание служить Отечеству, быть полезным нашему обществу, я воплотил в службе подразделения дознания МЧС России. А как вы туда пришли? Вот лично я, допустим, с детства мечтал быть продавцом мороженого. Не знаю. Он стал вот телеведущим и журналистом. Вы-то как туда попали? Вы знаете, это, наверное, мысли с детства воплотились, осуществились. Это было и неожиданно не для меня, для моих близких родственников. Вот то желание быть полезным воплотилось случайным образом в том, что я пришел на собеседование, изъявил желание продолжения службы в подразделениях МЧС. Таким образом, я надел погоны МЧС и продолжаю служить нашей Родине. То есть ваша задача не только тушить, но еще и расследовать, получается, инциденты, которые произошли на территории нашего города. Ну, в частности, после пожаров вы приезжаете. В чем заключается сложность вашей профессии? Вы знаете, да, действительно, произошел пожар при различных обстоятельствах. После завершения тушения картина на первый взгляд неясна, но она неясна для обывателей, да? Для тех, которые не обладают специальными знаниями, позволяющих раскрыть вот этот клубок, размотать, расставить все на свои места для того, чтобы было ясно. А наша работа, она заключается в том, чтобы помочь людям в пришедшей беде. Беду никто не ждет, она приходит неожиданно, к ней не бывают готовы те люди, которые оказались в такой непростой жизненной ситуации. А наша работа, она получаешь удовольствие в результате того, что удалось размотать клубок. Добиться истины, получается, да? И люди, очень приятно получать ответную реакцию, благодарность и простое человеческое спасибо за проведенную работу. В чем заключается? Мы применяем специальное познание, технику для того, чтобы докопаться до сути, наверное. Докопаться, да? Маленькими шажками дойти до истины. Действительно, ситуации бывают разными. Есть пожары, где присутствовал человек на момент возникновения. Есть, когда имущество утеряно безвозвратно, и не у кого взять разъяснение, пояснение обстоятельств произошедшего. И люди, столкнувшись с этим, они испытывают очень огромную, сильную психологическую перегрузку. И трудность заключается в том, чтобы наладить контакт с человеком. В первую очередь необходимо ему помочь психологически, чтобы
он чувствовал, что в этой ситуации рядом с ним стоит дознаватель, человек, дознаватель, в лице дознавателя, который готов оказать ему помощь и разобраться в сложившейся непростой жизненной ситуации. Тем самым мы, проводя свою работу, люди понимают и осознают те обстоятельства, в последующем рассказывают своим окружающим, близким, родственникам, друзьям. И вот эта работа, качество проведения ее зависит после ее проведения происходит профилактика для того, чтобы больше пожаров, да? не происходило. Роберт, скажите, пожалуйста, по сути, вот ваша работа с чем-то, наверное, схожа с работой следователей-криминалистов, которые вот приезжают только уже после тоже на место инцидента, да, после совершения там преступления, да, злоумышления, так скажем, и, получается, по крупицам тоже вот выискивают ту правду, которую пытаются либо утаить, ну, либо просто отыскать и добиться истины. Да, совершенно правильно. Если у следователей Следственного комитета, где произошли убийства, подследственность, категория преступлений, совершенные преступления или происшествия подразделяются по подследственности. А наша же подследственность, это значит, пожары, к нашей подследственности относятся пожары, которые произошли в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками опасности. Ну, тот же самый поджог. В случае выявления поджогов мы направляем материалы в подразделение МВД, подследственность. Поджоги относятся к МВД, расследование проводится ними непосредственном взаимодействии с нами. Те наши знания, те материалы, которые мы добываем, нарабатываем в ходе предварительной проверки, они имеют очень большое значение для дальнейшего установления лиц и привлечения к их ответственности за совершенные преступления. Роберт, скажите, пожалуйста, я вот лично как журналист тоже довольно-таки много раз выезжал на места инцидента, да, где происходили там пожары, поджоги, но это в дальнейшем узнавалось. И вот для меня такая картина получается, ну как опять-таки для обывателя, то есть, ну все сгорело и думаешь, ё-моё, вот как здесь вот будут работать дознаватели. Как бы сам-то я знаю, что сейчас приедут дознаватели МЧС и будут здесь работать. На что в первую очередь вы обращаете внимание? Хотелось бы узнать. Вот да, это очень интересный и важный вопрос. Обращаем внимание на следы. Следы с места возникновения очага пожара, проходит время. Чем больше времени, тем этот след глубже. Соответственно, на месте происшествия по глубине, если мы рассматриваем строение из дерева, бруса, бревна, глубина прогара, она больше там, где изначально возник пожар. Соответственно, анализируя эти сведения, анализируя показания свидетелей или же пострадавших, приходим к выводу, первоначальным выводам о причине и возникновении пожара. Существует еще ряд других способов для определения возникновения пожара, которые применяются, кроме опросов, кроме осмотра места происшествия. Наверняка какая-то специальная техника у вас, да, имеется, чтобы... Да, в том числе взаимодействие с нашими экспертами, значит, используются анализаторы, которые определяют вещества, способствующие возникновению пожара. Большинство обывателей считают, что тот же самый бензин или другие горючие вещества, с помощью которых произошло возгорание, использовались при поджоге, они после того, как все сгорело, установить не представится возможным. Вот эти специальные устройства помогают установить о том, что да, действительно, в поджоге был применен горючее вещество, запахи которого даже после пожара остаются на месте преступления, и существует возможность установить это. В общем, нюансов в вашей работе очень много, и одного интервью нам, к сожалению, не хватит. Обязательно в следующий раз вас пригласим и поговорим об этом еще раз. Роберт, я
Вас благодарю за то, что пришли, нашли время и ответили на наши вопросы. Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником. Я же напомню, что у нас в гостях был Роберт Раянов, старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе. Я с вами прощаюсь, но вы не переключайтесь и оставайтесь на телеканале БСТ.